ноябре 2018 года в Чистом Поле началось строительство завода по выпуску сухих строительных смесей «Цемикс». И вот 6 августа 2021 года президент России Владимир Путин и глава Башкортостана Ради Хабиров запустили новое производство в Абзелиловском районе. Завод «Цемикс» в Абзелиловском районе Республики Башкортостан запущен в работу. Компания «Ласселсбергер» сотрудничает с Башкортостаном больше 15 лет. Открытие еще одного завода, теперь уже по производству белого цемента, стало знаковым событием для всей страны. После выхода на полную мощность предприятие будет ежегодно выпускать 240 тысяч тонн сухих строительных смесей высокого качества. Вот в эксплуатацию этого предприятия, созданного одним из мировых признанных лидеров, вашим австрийским партнером, является хорошим примером тесного инвестиционного сотрудничества между Россией и Австрийской Республикой. Хотел бы поблагодарить строителей, инженеров, технологов, всех, абсолютно всех, кто принимал участие в создании завода. Уверен, что выпускаемая здесь продукция будет высоко востребована в отечественном строительном комплексе, который эффективно и динамично развивается. Вы знаете, что у нас очень большие планы в стройке, и в жилищном строительстве, и в дорожном строительстве, и в промышленном строительстве. Безусловно, этот материал, один из ключевых материалов, обеспечивающий строительный комплекс, будет востребован. Инвестиции в новые предприятия составили 5 миллиардов 700 миллионов рублей. Здесь создадут 220 рабочих мест, в том числе и для жителей района. А само производство белого цемента будет вестись сухим методом. Это позволит удешевить продукцию на 30% и в 10 раз сократить выбросы. Мы сегодня с большой гордостью, по-другому не скажу, представили президенту новое предприятие, которое в нашем Башкирском Заурале, это одно из крупнейших промышленных предприятий. Это Smart Plant, так называемое, это умное предприятие. Здесь столько технологических новинок, столько очень серьезных экологических барьеров на пути загрязнения окружающей среды. Поэтому это предприятие, которым можно гордиться. Я думаю, что этим предприятием может гордиться и наша страна в целом, потому что оно второе в России, но первое соответственно, по технологическому совершенству и первое по объему того производства, которое будет выпускать белый цемент. Почему мы выбрали именно это место? Потому что у нас очень позитивный опыт общения с руководством республики, это постоянная поддержка, постоянное участие, и мы с удовольствием будем расширяться и дальше сотрудничать с республикой. Иного выхода быть не может. Начало работы завода «Цемикс» будет иметь импортозамещающий эффект. Пока в России объемы производства белого цемента составляют меньше трети от потребности. Остальное завозят из Турции, Ирана и Египта. Теперь этот дисбаланс будет устранен. Ну а муниципалитет, который преимущественно является сельскохозяйственным, впервые в истории получил столь масштабную точку именно промышленного роста. Инвестпроект получил статус приоритетного, поэтому в его реализации республика оказала всю необходимую помощь и поддержку. Это такой наглядный пример, когда инвестор заходит в республику, ему подбирают, во-первых, площадку, это наиболее близкая к карьеру, это железная дорога, автодорога и меры поддержки. Меры поддержки здесь, они, можно сказать, беспрецедентные, то есть земля без торгов предоставлена как приоритетный инвестиционный проект, налоговые льготы как на имущество, так и на прибыль будут предоставлены, когда предприятие начнет работать. И по 17.04 постановления правительства Российской Федерации это субсидии на инфраструктуру. Здесь мы поучаствовали также в строительстве газопровода, провели сюда газопровод, пустили газ в цеха, в котельные. Ласселсбергер является нашим надежным партнером «Газпрома», потребителем газа. Здесь уже второе предприятие на территории республики начинает свою полноценную работу. Поэтому от всей души желаем удачи данному предприятию. Мы подключаем подстанцию данного завода к нашим линиям электропередач 110 киловольт и обеспечиваем переустройство наших линий на месте будущего карьера, то есть выработки, где будет, и переустройство еще ряд наших коммуникаций для ЖД, транспорта и так далее. По словам гостей, такой подход к работе с инвесторами увидишь не в каждом регионе. Личное участие главы республики и постоянная поддержка правительства помогают в короткие сроки запустить производство, обеспечить людей рабочими местами. В республике есть системный подход к развитию промышленности. И это входит в том, что власти республики уделяют особое внимание развитию инфраструктуры,
Нам очень важно, чтобы у нас была энергетика, нам важно, чтобы у нас была инфраструктура для строительства новых проектов. И эти вещи курируются на самом верхнем уровне. Мы, в общем-то, неоднократно приходилось обсуждать некоторые проблемы даже там, с Радием Фаритовичем. И эти вопросы решаются. А если они решаются на самом верхнем уровне, то это еще важно. После запуска производства Владимир Путин встретился с коллективом завода. В ходе беседы они смогли задать президенту свои вопросы. Глава государства, в свою очередь, отметил, что инвесторы идут в республику, потому что доверяют Башкортостану. Предприятие замечательное, первое. Второе, надо поблагодарить руководителя республики за то, что он создал хорошие условия. Потому что вот я сейчас разговаривал с австрийским партнером. Он явно заинтересован и рассказывал, вы сами об этом знаете, рассказывал о планах, а их 4 этапа. И общий объем инвестиций очень такой приличный получается за $1 миллиард евро. Первый завод, потом вторая очередь, третья, и даже думает еще об отдельном проекте, можно сказать, назвать его 4-м. То есть это большая, серьезная программа. Откуда она возникает? Из доверия. Из доверия. Прежде всего, конечно, к тем людям, которые создают условия. В данном случае это руководство республики. Надеюсь, что и менеджмент несет свой вклад, и рабочий, инженерный состав. Из этого из всего складывается успех. А без успешной работы не может быть хороших перспектив. Они здесь есть. У президента спросили о газификации домов. Если рядом с населенным пунктом проходит газопровод, то до участков магистраль протянут бесплатно. Будут предусмотрены варианты удешевления и для заведения трубы в жилье. Выбран уже федеральный оператор, это «Газпром». Но, к сожалению, пока, не к сожалению, просто коллеги еще не успели, не везде есть определенные региональные операторы. Уверен, что это будет сделано в самое ближайшее время. Не знаю, Ради, у вас региональные операторы выбраны? Так точно, Владимир. Мы уже создали региональный штаб, потому что идея такая. Вот это называется догазификация. Значит, мы понимаем деньги, какие нужны, мы понимаем источник. Мы с нашими коллегами, с нашим Межрегионгазом уже проговорили. Поэтому Межрегионгаз занимается этой проблематикой. Поэтому мы уже, в принципе, определили поэтапно, где мы будем доводить эту трубу до домовладения. Поэтому здесь, немножко потерпеть, все уже решения приняты. А вот тот населенный пункт, о котором коллега сказала, это где он находится? Там есть труба? Тут есть, тут довольно высокий уровень, тут есть, и мы доведем до них. Купить частный дом тоже станет проще по льготной ипотеке. Я считаю, что и это нужно сделать. Правительство имеет такое поручение. И можно считать, что решение уже принято, причем по 2 направлениям. Она может быть использована, это льготная ипотека. И для приобретения жилья, дома индивидуального, и для строительства, правда, при условии заключения соответствующего договора подряда, либо с с каким-то лицом, либо с частным предпринимателем. О социально-экономической ситуации в республике Владимиру Путину рассказал Радий Хабиров во время рабочей встречи. Конечно же, не могли обойти тему коронавируса и вакцинации. Владимир Путин также отметил, что в Башкортостане, несмотря на пандемию, растет промышленное производство. Президент поддержал идею создания карбоновых полигонов, а федеральный бюджет выделит деньги на строительство студенческого кампуса. Разговор зашел и об обманутых дольщиках. Глава республики отметил, что благодаря сотрудничеству с Дом РФ и другими фондами зарезервировано порядка 7 миллиардов рублей. 100 с лишним домов, по-моему. 125 домов. 125. Большая. Какие планы? Мы с самого начала работы, это очень тяжелое наследие на самом деле. И прямо у нас в центре в центре Уфы, которые вполне стоят, остовы домов, которые там очень много было и уголовных моментов. Мы совместно с прокуратурой эту часть решаем. Что сейчас важно? Мы решали, конечно, своими средствами, то есть компенсационные участки, давали, прорабатывали всевозможные экономические схемы. Мы порядка 30 домов таким образом решили. В
Сейчас самое главное, конечно, это поддержка Дома РФ, поддержка фонда решения проблем дольщиков. Мы здесь заявки все отработали. Есть, мы уже зарезервировали, мы уже порядка 7 миллиардов зарезервировали. Эта работа идет. Мы сейчас практически каждый месяц эту цифру 125 уменьшаем. Вообще в наших планах, поскольку, подчеркиваю, мы неплохо заявки все подали и все отработали с Домом РФ, я полагаю, что к 2024 году мы эту проблему решим. По словам экспертов, личное участие президента Владимира Путина в открытии предприятия – добрый знак инвесторам. Россия, в том числе и Башкортостан, готовы сотрудничать. А новый завод по производству сухих строительных смесей станет крупным налогоплательщиком. До 2029 года отчисления в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды составят 11,5 миллиардов рублей. Часть этих денег направит на реализацию социальных программ в районе.